أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Добро не умирает. Однажды в очень жаркий день я сидел в заповедной мечети. До полуденной молитвы оставалось еще около часа. Я поднял глаза, обвел взглядом мечеть и вдруг увидел глубокого старца, который подавал людям воду из Замзама. Он брал по стакану в каждую руку и подавал людям, потом возвращался, брал еще 2 стакана и нес следующим. Я наблюдал за ним довольно долго и не переставал удивляться. Даже мне было нехорошо от жары, а этот старик, по лбу которого катился пот, все ходил и ходил со стаканами. Двигался он медленно, с трудом переставляя ноги, но упорно возвращался, чтобы взять новые стаканы. Меня поразило терпение этого пожилого человека и его стремление сделать доброе дело. И я вдруг осознал, что добрые дела легки для тех, кому облегчил Всевышний Аллах. Мне невольно подумалось, что, несмотря на обилие зла, добро в нашем мире еще осталось. Всегда находились люди, которые желали другим добра и старались уберечь их от зла. Абу Бакр ас-Сиддик во время переселения подвергал себя опасности, чтобы защитить посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хатим ложился спать голодным, стремясь накормить своих гостей. Абу Убайда ибн аль-Джаррах день и ночь думал о благе войска, которым командовал. Умар ходил по Медине по ночам, чтобы узнать, не нуждается ли кто в помощи. Абу Тальха закрывал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своим телом в день битвы при Ухуде, чтобы в него не попала стрела. И таких людей было очень много. Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, хотя она и для них самих желанна. Они говорят: «Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности». 76 сура, 8 и 9 аяты. А за то, что они проявили терпение, Он воздаст им райскими садами. 76 сура, 12 аят.